Эдуард Владимирович, данные Центра управления регионом показывают, что состояние дорог – это сегодня самый волнующий вопрос для жителей региона. С начала этого года специалисты ЦУРа зафиксировали порядка 6 тысяч сигналов в социальных сетях и на платформу «Госуслуги решаем вместе» по теме дороги. Эдуард Владимирович, как сегодня чувствует себя отрасль? Ну, я бы сказал или начал с того, что в этом году, наверное, рекордный объем финансирования выделен на автомобильные дороги Республики Коми, как на республиканские, так и на местные сети. В этом году, наверное, принимались точечные решения по разным проблемам для достижения определенных показателей. В первую очередь, это безопасность школьников при передвижении на автобусах, на школьных маршрутах. На муниципальный уровень было выделено 860 миллионов. Я хочу сказать, что данная сумма муниципалитетам не выделялась, наверное, никогда. Это было впервые за всю эту историю. Такая же ситуация складывалась по дорогам республиканского значения. Достаточно большой объем средств был выделен, и большие возможности, большие километры были отремонтированы. Мы также продолжаем работать в рамках строительства автомобильных дорог. Вот в этом году с помощью Монди-Сыктывкарского ЛПК планируем завершить дорогу Веселовка, граница Пермского края. На это выделено порядка 50 миллионов с Монди, соответственно, 13 километров планируем завершить. Также работаем по завершению строительства моста через реку Лыжа. Объект планируем завершить в 2023 году. Такой же мост через Лемью, долгожданный, который по определенным причинам был приостановлен, строительство тоже в 2023 году планируем сдать. Также планируем до 2025 года решить вопрос по участку Ижма-де-Юр на автомобильной дороге Ижма-Уссыльма, это 22 километра. Ну и до 30 года знаменитая дорога на Удару, это Волжский-Мазандор, Мазандор-Йодово. Также продолжаем работать в рамках реконструкции малых мостовых переходов. Ну, я перечислять их не буду, их достаточно много. Хотел бы еще отметить, что на сегодняшний день программа Республики Коми разработана до 2027 года. Она разработана совместно с Федеральным центром, с Росавтодором. Сейчас проходит заслушивание в Росавтодоре. Я думаю, что после окончательного приема можно будет уже конкретно говорить о сроках выполнения тех или иных работ на опорной сети автомобильных дорог. Хочу просто, как сказать, анонсировать, что федеральное софинансирование данной программы равняется 29 миллиардам. Если данная программа будет принята, это большое подспорье всем дорожникам и жителям республики для достижения определенных показателей строительства дорог и приведения в нормативное состояние уличной дорожной сети.